Значит, освободили мы Варшаву, и войска Первого Украинского фронта под командованием Жукова направились на Берлин. А с правой стороны остается Балтика с Кенигсбергом, вот, с Восточной Пруссией. И это угрожало Жукову, что он пошел на Берлин, и что оттуда справа могут его отрезать под Берлином и уничтожить. И Второму Белорусскому фронту было приказано идти по Висле к Балтийскому морю и столкнуть немцев в Балтийское море. Или пускай на запад бегут, или куда хотят. И вот мы дошли до Данцига. Сейчас Гданск называется, а тогда он же немецкий был, Данциг. Вот мы утопили немцев в Балтийском море. Трудно было воевали. Ихние корабли с Балтийского моря нас обстреливали, понимаете, все. Ну, подробно говорить я не буду. В общем, мы их утопили, и нам дали отдых. И где? В Сопоте. А Сопот это курортное местечко на высоте, на Балтийском море, понимаете, где после войны песни пели там, понимаете, так все. И вот мы отдыхали, и из Куйбышева к нам приехала делегация с военных заводов вручить нам автоматы, понимаете, все, ну и там покурить махорки привезли, ну, в общем, как солдатам. Вот мы их встретили, мы им тоже подарки дали, кортики немецкие дали, понимаете, все. Они говорят, мы поедем обратно, нас, говорят, то будут обыскивать и уберут. Мы говорим, не отберут. И дали им документы на это оружие, кортики, что это именно мы, фронтовики, подарили. Понимаешь, они где-то, не понимаете, взяли. И потом мы начали догонять, а фронт ушел уже к Одеру. А в устье Одера город Шеттин. Это как на Волге Астрахань, так и Шеттин на Одере. И мы Одер форсировали, 2 Одера мы форсировали, потому что сначала один форсировали, и идет длинный остров, он куда идет? В общем, 2 Одера. Мосты, около мостов мы форсировали, мосты взорваны и плитами так и лежат в воде, понимаете, да? И после этого Штеттина, вот, мы Штеттин не видели, даже в глаза я не видел, и дошли до города Юстрова, Росток на Балтийском море, это около Дании. Вот. И теперь нам, артиллеристам, кричат пехота. Артиллеристы, сегодня же 1 мая. Правда, что ли? 1 мая. Мы числа даже не знали. Вот, воевали, понимаете. Только на уничтожение. А немцы к нам не сдавались, потому что они боялись мщения. Они у нас столько наделали неприятностей. Знали, что будут за это отвечать. И они бежали к американцам. А нам, ну, которые не могли уже, понимать, то туда сдавались. Вот. Лагеря, сколько лагерей заключенных наших военнопленных освобождал я, понимаете, так? Искал своих братьев, потому что таблички были на койках, и вот ходишь по лагерю, понимаешь, по этим табличкам, все, думаю, потому что судьбу ихнюю я на фронте не знал еще, понимаете, да? Вот, не знал.
И вот праздновали мы 1 мая, послушались пехотинцев, пушки рассредоточили, коней распрягли в укрытие. А у нас повозка была с трофейная, понимаешь, с трофеями. Там мак был, там спирт был, там масло было растительное, мука была, понимаешь, как чуть так блинчики, понимаете, раз-раз разболтаем, понимаете, так, все. Вот. А 2 мая, ага, значит, движение делаем мы вперед, 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 вперед. И разведка докладывает, что впереди больше немцев нет. И дальше разведка пошла, американцы. И вот мы с американцами встретились 2 мая. Я закончил войну 2 мая, а война еще не кончилась. Берлин еще не взятый. Вот. И мы, значит, расположились около леса, ночь переночевали. Командир батареи и с другими подразделениями договорились этот лес прочесать, чтобы узнать, что там немецких вооруженных сил нету в этом лесу. И вот мы цепочкой пошли по лесу. Этого человека видишь, и этого. И вот лани выскакивает, это козочки. Ох, через эти бурьян перемахивает, как. А ты сразу настораживаешься, думаешь, шорох от немца, понятно. Вот. Прочесали этот лес и вернулись назад и расположились. Стали ставить палатки, все, понимаете, так кухню поставили, понимаете, так все. Варить нам стали, а то приносили, когда принесут, а когда не принесут, ничего кушать. И вот наступает 9 мая. И 9 мая, а мы стоим спокойно, понимаете, так все, знаем, что в лесу нету никого, понимаете, так. Вот. И объявляют День Победы. Вот мы тут обрадовались. И начали стрелять с автоматов туда-сюда. Мы тоже зарядили холостыми пушки, понимаешь, так, из пушек, понимаешь, так. Ага. Повар говорит, ну, говорит, я сегодня вам в День Победы такую, говорит, кашу сварил, говорит, которую вы никогда не кушали. Вот. Ну уж такую сварил, такую досварил, понимаешь, так, и потом мы ели, понимаете, так все. Вот в такой обстановке военной никаких гражданских лиц 2 мая мы не видели, ничего. Но я не рассказал, когда мы с союзниками встретились, ну, я небольшого роста был, меня эти американцы в танк пригласили, я в танк залез, там виски меня угостили, часами начали обмениваться этими компасами, понимаете, так, у нас были трофейные, понимаете, так все. И трибуну сделали трибуну. Значит, и чтобы эти не видно было, как у нас сделано, нас послали золотником от елок, от сосны елки. И принесли, а нас сколько там, и целую кучу, и эту трибуну завалили этим лопником. И вот с этой трибуны начали выступать. С нашего полка был замполит майор Еременко, вот с 234-го полка он от нашего имени выступал там, понимаете, так. Теперь вот война закончилась, объявили, и меня, и еще 3 человек с батареи посылают на охрану какой-то трассы. Сначала ничего не объявили. Ну все, построили нас, собрали, и получился у нас человек, наверное, 20 строй. И пешком мы пошагали, и пошагали ночью. Идем, спим друг за друга, держимся, спим, понимаешь, а идем. И пришли в назначенный пункт, и нам объяснили,
что так и так, дорогие товарищи, вы пришли охранять. Будет встреча Константина Константиновича Рокоссовского с английскими и американскими генералами. Вот. Мы должны обеспечить охрану. И меня еще одного поставили в лесу. Там или дома лесничих было, понимаете, все. Но мы в дома не заходили, они не жилые были, понимаете, так. Нам запрещалось, потому что могут там и заминирование, понимаете, так. Я полез, понимаешь, и взорвался. Вот. И нам сказали, что вот Рокоссовский должен по этой дороге проехать, понимаешь, так. Ну, мы ждали. И появляется мотоциклист с ручным пулеметом на мотоцикле, вот, с коляской. Потом машина, потом бронетранспортер, потом машина, потом еще несколько мотоциклистов с пулеметами. Проехали, все, мы ничего не видели. Что? Ну, техника прошла, и все. Вот. И нас снимают с этого места и в какой-то населенный пункт. Какой? Я не знаю. Хоть бы и сказали тогда, все равно я бы забыл, понимаете, так? Вот это Бюстров-Росток я, конечно, уже на всю жизнь запомнил, понимаете. Это портовый город. И вот, ну, там организации там туда-сюда ходят, и военные ходят, все, понимаешь. Хотелось Рокоссовского увидеть. И увидел я увидел его, и был к нему расположен, ну, метров 20-25. Ох, какой, понимаешь, Рокоссовский мужчина, понимаешь, поляк, красивый, понимаете, молодой, стройный, понимаешь, так. Вот. Прекрасно, чувство было изумительное. И вот они эту встречу провели, и нас обратно в часть привели, понимаете, так, все. Я, конечно, рассказал, что вот так и так, указывается, Рокоссовская встреча была, понимаете, так, все.